Русские и украинцы – один народ. С 2014 года в Крыму началось национальное и духовное возрождение крымских татар, а российские пограничники сжалились над британским эсминцем «Дефендер». Вы прослушали краткое содержание всех эфиров российских пропагандистов и не услышали ни одного слова правды. И мы сейчас вам это докажем. В эфире программа «Фейкометр». Поехали. В эфире российских СМИ ежегодное шоу «Прямая линия с Путиным». Усталый формат, как говорят о нем сами телеменеджеры. Заготовленные вопросы и такие же шутки от главного персонажа. Падение доходов россиян, ковид и вакцинация, проблемы ЖКХ. Традиционная повестка, всего 81 вопрос. На них Путин отвечал более 4 часов. Казалось бы, у россиян достаточно своих внутренних проблем, на которые можно пожаловаться барину. Но нет. Куда же без Украины? Вот такой вопрос, который к нам пришел по СМС, по номеру 04040. Почему Украина не входит в список тех самых недружественных стран? Игорь Обоймов, Москва. И еще одна на эту же тему. Вы с Зеленским будете встречаться? Вот ведь как оказывается, украинцев как бы и нет. Есть один народ – русский. Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг. Значит, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы тогда вообще должны это понимать. А вот с Зеленским Путин встречаться не собирается. Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривают? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить. Остались ли после этого надежды на встречу с Путиным у Владимира Зеленского? Но вот заявление про один народ он прокомментировал. Тези про будь-яке зовнішнє управління – суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. Бо в реальному житті всі питання щодо України вирішуються суто в Україні та українською державою. А точно не в будь-якій сусідній країні і точно не тіньовими посередниками, які зараз перебувають під домашнім арештом чи в розшуку. Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам'ятаємо. І, можливо, щось загальне буде в нас в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві швидше за все, ходили б гривні. А над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Разобраться, что не так в словах Путина и для чего он озвучивает месседжи про один народ, мы будем вместе с кандидатом исторических наук Сергеем Громенко. Он с нами на связи. Добрый вечер, Сергей. Русские и украинцы – один народ? Ну, надо сказать, конечно, что Владимир Владимирович не открыл Америку, да, он говорил о том, что украинцы с русскими один народ или братские народы, тут уже в зависимости от того, в какой политический момент нужно делать такое заявление, и не в первый раз, и более того, на братстве и народственности народов была построена его примирительная риторика, если ее так можно назвать, после 2014 года, когда надо было оправдаться за Крым, и тогда он и говорил, что да, Крым, конечно, он и русский, и украинский, и лишь бы не бандеровский, да и вообще, что там делить один народ. И сегодняшнее его заявление, ну, по сути, да, вчерашнее, оно находится именно вот в этой вот конве, то есть использование политики в исторических целях. Являются ли украинцы с русскими одним народом? Ну, ответ элементарен. Тот, кто не сможет
произнести эту фразу из русскоязычных по-украински, ну, тот, значит, не является одним народом с украинцами. И надо заметить, что спичрайтеры, да, украинского президента Владимира Зеленского довольно здорово, на мой взгляд, обыграли эту ситуацию. Мы знаем, что Владимир Зеленский ответил Путину: если бы украинцы с русскими были одним народом, то сейчас бы в Москве ходила гривна, а над Кремлем развивались бы сине-желтые флаги. Не уверен насчет сине-желтых флагов, но что касается гривны, то да, один народ однозначно подразумевает и общую денежную единицу, которая идет из времен Киевской Руси. Ну, мы знаем, что Россия все-таки не Украина, Украина не Россия, и поскольку украинский язык для абсолютного большинства россиян непонятен, как это не удивительно для нас, для крымчан, все-таки приходится признать, что никакого особенного там братства, уж тем более никакой там общности между украинцами и русскими нет. Да, это восточные славяне, да, они развивались бок о бок в течение предыдущих столетий, но все-таки говорить о том, что это один народ или хотя бы даже братские народы, это все-таки больше политика, чем история. Давайте все-таки попробуем покопаться в этом прошлом и найти те схожести или отличия. Все-таки почему? Потому что когда российские пропагандистские каналы начинают приводить цитаты того же Путина о том, что это всегда не было Украины, а люди, жившие на ее территории, называли себя русскими, о том, что украинский язык придуман там в австро-венгерском штабе, о том, что понятие «Украина» — это понятие появилось в советское время, а до этого мы все жили на одной земле и были одним народом. Вот давайте все-таки попробуем аргументированно это объяснить, что здесь не так. Но здесь практически не так все, потому что надо понимать, что слова со временем имеют свойство менять свое значение, и если мы откроем тексты, ну, скажем, века XVI, да, то мы, конечно, в них увидим, как жители современной Украины называют себя русскими. Да? В зависимости от правописания может быть там одна «с», и а если мы посмотрим еще, заглянем глубже во времена Киевской Руси, то мы увидим, что там на месте «у» находится дифтонг «оу», «роуские». Ну, конечно, произносится не так, сразу произносилось «русские», что является, в общем-то, в какой-то степени там, производным от политического названия «Рус». Но при этом уже в том же самом XVI веке те, кто произносил это название, и в числе самих украинцев и белорусов, и уж тем более западных обозревателей, если можно их так назвать, летописцев и дипломатов, отличали так называемых русских от подданных московского царя. И за ними закрепилось название москвины, московиты, ну и другие, которые не всегда удобно произносить в эфире. Поэтому, да, если попробовать манипулировать, то, конечно, вот были русские в XIX веке, а именно в 1848 году во Львове возникла организация, первая политическая организация «Головна Руська Рада». Но, конечно же, ни в коем случае это нельзя трактовать так, что вот где-то во Львове организовывают украинцы организацию и называют ее русской организацией. Конечно, вот это слово «русские» относилось именно к наследию Киевской Руси, которому причастность к которому отрицали украинцы для россиян. И, конечно, когда уже в самом начале, в конце 19-го, начале 20 века Михаил Грушевский создавал вот свою большую историю Украины, он для того, чтобы примирить вот классическое название Русь, русские, с новым названием украинцы, взялся за такое вот соединение, поэтому его книга называется «История Руси Украин», да, Украины Руси.
И это сочетание Украина-Русь или Русь-Украина, она оказалась довольно живучим на протяжении первой половины 20 века. Что касается термина Украина и украинцы, то, конечно, впервые, как мы знаем, слово «Украина» было употреблено еще в XII веке, и с тех самых пор, вне зависимости от того, под чьим контролем политическим находилась вот территория Поднепровья, слово «Украина» никуда не исчезало. И оно имело, и, соответственно, украинцы, соответственно, тоже меняло свое значение. Были и польские украинцы, были, кстати говоря, несколько своих Украин на территории Российского царства, Залесская Украина. Но в любом случае они все, как мы знаем, да, перестали существовать как географические целостности, а вот Украина, вот просто Украина, она осталась. Да, может быть, ее вот это вот слово получило особенное распространение чуть позже и, в общем-то, в политических целях, для того, чтобы русских отличать от русских и не смешиваться. Но, тем не менее, слово давнее и слово заслуженное. До того, что украинский язык придумали в Австро-Венгрии, или как еще там, в 20 веке были абсолютно уверены российские белогвардейцы, что, дескать, это все галичане заразили на днепрянцев вот этими вот своими выходками, то у нас есть на самом деле древнейший памятник, сохранившийся до наших дней, София Киевская, на которой с XI века неравнодушные киевляне оставляли свои надписи. Ну, знаете, на заборах пишут «Здесь был Вася» и тому подобное. И на стенах остались вот эти вот записи, сделанные по тем правилам произношения, которые уже в тот момент отличали, ну, условно говоря, да, там, южный вариант произношения, похожий на современный украинский язык, от того, что бытовало в Новгороде или во Владимире. Поэтому, ну, например, да, слово «киевляне» никогда в украинском языке не было и быть не могло. И в украинском, и в том, на котором говорили в XI веке в Киевской Руси, были кияны. И, как мы знаем, там, да, князя Владимира, на которого так уповает Владимир Путин, в Руси, конечно, никогда не было. Был князь Володимир. И это все зафиксировано вот благодаря этим народным записям. То есть церковнославянский язык, которым пользовалась элита, он был, в общем-то, такой, да, общий для всей Руси, но он был книжный язык. А простонародье говорило на, соответственно, разных языках. И вот те особенности, которые отличают украинский язык сегодня, например, да, кинь, а не конь, и лис, а не лес. Вот такая вот любовь к букве «и», она уже зародилась в это самое время. В XI веке мы можем видеть ее в этих граффити на стенах Софии Киевской. Так что, конечно, австро-венгерский генштаб в этом смысле почти на 1000 лет опоздал в сравнении с нашими прямыми предками. А для чего такую риторику и такой месседж насаждает российская пропаганда, в том числе и нам здесь, в Украине? Мне кажется, что тут вопрос заключается в том, что все-таки за годы советской власти уж слишком привыкли россияне рядовые к интернационализму, к дружбе народов и к прочим таким вот риторическим формулам, на которые была щедра советская власть. Не только формулы, да, мы знаем, что и памятники есть дружбе российско-украинской, уж сколько там Богданов-Хмельницких в обнимку с российскими стрельцами нарисовано, так это и не посчитать. И, конечно, вот быстро развернуть всю эту махину, 70-летнюю про дружбу народов, особенно между украинцами и русскими, оказалось довольно сложновато. Гораздо проще обвинить руководство политической Украины в том, что они там нацисты, фашисты, бандеровцы, националисты. А народ хороший, народ просто попал в заблуждение. Мы боремся не против украинцев как таковых, мы боремся против вот конкретно, непосредственно начальства украинского. Вот мы их скинем, а с народом заживем мирно. Но надо опять же понимать, что Россия – это многонациональная страна.
И в России национальный вопрос имеет особенную остроту, даже большую, чем можно бы себе представить в Украине. И, конечно, открытая ксенофобия в отношении украинцев – это политический негуд, прежде всего, для внутрироссийской повестки, потому что слишком уж ненавидеть целый народ – это опасно во взаимоотношениях с поволжскими татарами. Есть незажитая проблема Чечни, поэтому гораздо проще говорить, что это вот президенты у них никакие, а народ вот хороший, с народом мы не воюем, народ мы считаем дружественным. Вот приблизительно так. Рассказал Путин россиянам и о коварном Западе, который спит и видит, как бы напакостить России. И поэтому отправил британский эсминец Defender к берегам Крыма. Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Это провокация. Это чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы. Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши терводы там днем, а еще рано утром в 7:30 с одного из военных аэродромов натовских в Греции, на Скрита, по-моему, залетел американский разведывательный стратегический самолет. Это политическая составляющая. Вот только что состоялась несколько дней до этого встреча в Женеве. Спрашиваете, а зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять? Проход Defender из Одессы в Поти через территориальные воды Украины стал топовой темой для российских пропагандистов. Участвуя в совместных учениях с Украиной, наглый британец сначала зашел в Одессу, а уже оттуда направился в Грузию, запросив проход через наши территориальные воды у Украины. Мол, они же не российские, и двинул на Крым. Когда же корабль российских пограничников вышел на перехват и открыл предупредительный огонь... Огонь! А после наши Су-24М сбросили тонну бомб по курсу эсминца, то Defender молча отвернул в сторону и покинул наши воды. Потом англичане невозмутимо заявляли, что ничего не нарушали, а предупредительного огня и бомб не заметили. Это русские там полили себе, разминались, а к ним это не относится. Что же на самом деле произошло в Черном море и почему не нужно брать на веру заявления россиян о нарушении их границы и о провокации? Об этом мы и поговорим с адмиралом военно-морских сил Украины в запасе, в прошлом первым заместителем главнокомандующего ВМС и советником-посланником миссии Украины при НАТО в Министерстве иностранных дел Украины Игорем Кабаненко. Добрый вечер. Звучала разная информация с российской стороны о том, что Defender нарушил их государственную границу и был изгнан из их территориальных вод после предупредительных выстрелов и даже бомбометания по курсу. Британцы сначала заявляли, что не заметили никакой стрельбы. Они шли во внутренних водах Украины. Да, они получили предупреждение об учениях россиян в этом районе, но это не помешало им не менять курс. Но мы видели, что стрельба была, хотя это была стрельба из корабельной пушки вслед уходящему кораблю, но мы не видели бомб. Что же на самом деле случилось в Черном море? На самом деле корабль эсминец Defender осуществлял мирный проход территориальными водами Украины возле Крыма. Вообще это право закреплено Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Кстати, в 1997 году эта конвенция была ратифицирована Россией. То есть это право дается всем без исключения странам, в том числе, которые там имеют выход в море, не имеют выхода в море. То есть право прохода, мирного прохода территориальными водами прибрежного государства. Это право дается также военным кораблям. Там есть определенные условия, которые, кстати, были выполнены
кораблем Defender. И если вы обратили внимание, то значит, вертолет палубный находился в ангаре там, и все остальное. То есть не было там какой-то активности на палубе. То есть это был реально мирный проход военного корабля. То есть с точки зрения международного морского права этот корабль, британский корабль, ничего не нарушил. Он в строгом соответствии с практикой, установленной этой конвенцией, это статьи 17-19, он следовал этим статьям. Кроме этого, в соответствии с этой же конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, военный корабль, неважно какого, любого государства, имеет иммунитет так называемый военного корабля. Это он имеет иммунитет от юрисдикции какого угодно государства, кроме государства флага. В данном случае на него распространяется юрисдикция только Объединенного Королевства Великой Британии. То есть никакое другое государство не имеет права осуществлять над ним никаких действий, юрисдикции там и так далее. Это международное морское право. То есть все, что в данном случае происходило со стороны России, вот это было нарушением, причем прямым нарушением вот тех вот статей. Кстати, иммунитет — это статья, если мне не изменяет память, 22, 22. И право свободного прохода — это 17 и 19. То есть вот эти статьи были нарушены вот этими действиями агрессивными со стороны Российской Федерации. Давайте... Знаете, в международном морском плаве один аспект. Тут очень много традиций, привычек, таких морских традиций, которые вот закреплены вот этой конвенцией. Очень важная конвенция, фактически написанная кровью. И вот там очень много этих традиций, которые, по сути, рассчитаны на взаимность. Они основаны на взаимности. То есть такими действиями со стороны Российской Федерации, то есть это что? Значит, во всех других районах, а такие районы существуют, их много, в которых, морских районов, в которых Российская Федерация, ее судна и корабли осуществляют право мирного прохода, пользуются этим прямым правом мирного прохода. Так что, теперь все прибрежные государства должны также действовать против Российской Федерации? То есть, это же взаимность, правильно? Морское право, то есть это принципы, заложенные в морских традициях. То есть, или как? То есть тут нарушения серьезные как раз-то со стороны России. Ну, давайте более детально про эти нарушения поговорим. Что конкретно и вот сколько этих нарушений было? Но на самом деле, еще раз говорю, то есть право закреплено Международной конвенцией. То есть прямое нарушение статьи еще в том числе со стороны Российской Федерации, в том числе с использованием не только угрозы силы, а использованием силы. Вот эти вот стрельба, там, бомбометание самолета. До сих пор ведь неизвестно точно, было ли это бомбометание. Кадры пушечной стрельбы мы видели, а кадры бомбометания, если бы они были, то российские каналы бы это показывали бы, наверное, круглосуточно. Вот было ли или не было это бомбометание? Безусловно, вот как раз-то и с российской стороны были серьезные нарушения, потому что нарушены конкретные пункты международной конвенции, то есть конвенции ООН по морскому праву, ратифицированной Российской Федерацией. И это сделано вот в такой способ угрозы силой, применения силы. Нужно отметить, что вот британский корабль, он следовал курсом в системе разделения движения, которая установлена, это для международных целей установлена система разделения движения в том районе. И там этой системой разделения движения следуют суда, которые там проходят вот в этом районе и так далее. И это является установленной практикой международной. Почему вдруг Российская Федерация решила вот таким вот образом это показать? Скорее всего, для того, потому что это вот внутренний продукт, знаете, вот для того, чтобы продемонстрировать своему населению, что вот мы там реагируем на что-то,
что вот мы сильные, мы активные и так далее. То есть это еще раз, это продукт информационный для внутреннего употребления. На самом деле, с точки зрения там, международного масштаба, там, мирового масштаба, это ничего другого, как грубое нарушение международных правил, международного порядка и действия против безопасности. Ну, по-другому это не квалифицируешь. Когда Путин, комментируя проход Defender, говорит, что это произошло, потому что Запад не признает Крым российским, ну и пусть не признает дальше, он лукавит. Это можно скормить российскому зрителю, мол, все равно. На самом деле нет, это фейк. Путин очень хочет добиться признания Крыма. Российская власть использует для этого все возможные площадки, хоть и безрезультатно. Так было и на заседании ПАСЕ, где была принята новая резолюция по Крыму и крымским татарам. В ней речь о насильственных похищениях, пытках, преследованиях за веру, ограничениях свободы слова и попытках уничтожить крымско-татарскую идентичность. Моя доповідь вказує на те, що становище кримських татар суттєво погіршилося з 2014 року. Порушення прав людини, з якими стикаються кримські татари після незаконної окупації Криму, включають позасудові розправи, а також катування та нелюдське зневажливе ставлення з боку силовиків. Ми закликаємо Росію звільнити усіх політичних в'язнів та провести розслідування смертей та насильницьких зникнень з 2014 року. Росія поширює міфи щодо кримських татар, називає їх терористами та екстремістами, забороняє вільні медіа та релігійну діяльність. А кілька днів тому політичного обранця Сервєта Гадієва вивели з зали суду за те, що він говорив кримсько-татарською мовою. Триває знавісніла пропаганда проти кримських татар. Россиянам же все божья роса. Твердят одно и то же. С 2014 года в Крыму началось восстановление политической, исторической и социальной справедливости, а также национальное и духовное возрождение крымских татар. Крымско-татарский язык впервые стал государственным на территории Крыма. Знаете, что это означает, уважаемые коллеги? Это значит, что все официальные документы на территории Крыма написаны на 3 языках – русском, крымско-татарском и украинском. Это значит, что более 400 средств массовой информации ежедневно публикуют материал на этих языках. Примеров о том, как в оккупированном Крыму нельзя воспользоваться правом говорить на родном языке, можно привести много. Вот только один из них. В Южном окружном военном суде России, где проходят политические процессы над крымскими татарами, крымско-татарский считают иностранным и запрещают политзаключенным общаться и давать показания на родном языке. Наши подзащитные желают и хотят говорить на родном языке. Однако суд постоянно препятствует и не дает это сделать. Это, безусловно, нарушение фундаментальных норм как УПК России, так и международного законодательства. Опять же, вот последний раз, 28 числа, мой подзащитный Эльдар Кантемиров, Руслан Месутов, Халилов Ленур, они, когда начинали говорить на своем языке, судья их останавливал и расценивал по своему усмотрению как некое нежелание говорить и давать пояснения. О том, как обстоят дела в оккупированном Крыму и что не так в словах российских представителей в ПАСЕ, мы поговорили с представителями крымско-татарского народа, с членом Меджлиса Искендером Бариевым, который был вынужден выехать из Крыма, и главным редактором газеты «Крым» Бекиром Мамутом, который остался в оккупированном Крыму и продолжает там издавать газету. Сейчас с нами на связи Искендер Бариев. Добрый вечер. Давайте обсудим все российские тезисы по порядку и начнем с восстановления политической, исторической и социальной справедливости. В первую очередь, комментируя вот те вопросы, которые вы озвучили, и то поведение Российской Федерации или делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы, в первую очередь я хотел бы раскрыть еще и другую сторону политики Российской Федерации или самих российских политиков. То есть, с одной стороны, они публично пытаются преподнести, ну, конечно же, они должны показать, что они белые, пушистые, и, конечно же, они будут максимум со своей стороны показывать то, что сделано со стороны Российской Федерации на территории оккупированного Крыма, в том числе и строительство мечети, там, и ряд таких вещей, которые там, среднестатистический человек послушает и скажет,
какая Россия молодец. С другой стороны, ту часть, которая не публичная, о которой мы можем сказать, это в том числе и реальное давление как на участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, так и непосредственно давление на докладчика основного. Это депутат из Исландии, которая Суна Торхильдур, которая была основным докладчиком. И как раз-таки в ответ, я хочу сказать ее словами в первую очередь, в ответ на данные реплики со стороны россиян, она четко обозначила те данные, ту статистику, которую дают и Меджлис крымско-татарского народа, Крымско-татарский ресурсный центр, ряд других организаций. И на эти данные у нее она также сказала о том, что можете ли вы прокомментировать или возразить на это. Соответственно, конечно же, у них не было никаких, скажем, возражений, потому что на самом деле противопоставить что-либо нашим аргументированным данным они, конечно же, ничего не могут. И это чистая дипломатическая и политическая процедура, когда, соответственно, в парламентской ассамблее происходит вот такой обмен репликами, обмен мнением. Причем в том, мы получили важный результат. Важный результат, когда все-таки против проголосовали только представители российской делегации, там, по-моему, из Швейцарии еще депутат, а в основном все проголосовали, более 73 участников проголосовали за. И поэтому данная резолюция была принята в Парламентской ассамблее Совета Европы. Но чтобы быть точным, 73 проголосовало за, 17 против, 17, и двое воздержались. Да. Давайте все-таки попробуем по всем тезисам разобраться. Крымско-татарский язык впервые стал государственным. Это означает, что все государственные документы пишутся на 3 государственных языках. Могут ли крымские татары действительно воспользоваться правом в Крыму везде пользоваться своим родным языком? Ну, скажем так, де юра крымско-татарский язык действительно признан государственным, является одним из государственных языков так называемой Республики Крым. Но при всем том, де-факто мы видим следующие факты. Даже на сайтах всех официальных органов так называемой Республики Крым нет страниц на крымско-татарском языке. Это уже говорит о том, что применение крымско-татарского языка очень узкое. Это первое. Второе. Мы являемся свидетелями того, и мы фиксируем, мы об этом говорим, что с каждым годом уменьшается количество классов с изучением крымско-татарского языка. Так, к примеру, на 2014 год было 15 школ и 384 класса. На 2021 год официально 7 школ, которые имеют статус школ с изучением крымско-татарского языка, и всего лишь 119 классов. Это являются четкие примеры того, что динамика ухудшается, она отрицательная, и таким образом уменьшается возможность. Кроме того, четко зафиксированы случаи, когда в официальных органах, непосредственно в судах, политзаключенные, их родственники просили, переговаривались, когда общались на крымско-татарском языке, или просили вести судебное производство на крымско-татарском языке, или хотя бы с переводчиком, то судьи просто выгоняли из зала заседания суда. И поэтому здесь это очередной пример того, как на самом деле относятся к крымско-татарскому языку. И поэтому то, что можно написать о том, что якобы крымско-татарский язык является государственным, но при этом нет никаких возможностей не изучать крымско-татарский язык, не его использовать в официальных органах, это уже говорит о том, что это чистой воды Федькина грамота, и на самом деле исполнение крымско-татарского языка не происходит. Даже в сравнении с украинскими временами мы начинали с нуля, но мы видели, хоть и медленно, но позитивную динамику. Мы видели, хоть и медленно, и при активном участии наших активистов все-таки открывались школы, открывались классы. На сайтах официальных органов Автономной Республики Крым в том числе были и страницы на крымско-татарском языке, хоть и при поддержке определенных международных организаций. Следующий тезис.
Только после возвращения стали открываться национальные музеи, библиотеки, театры, которых более 600 было заявлено с трибуны ПАРИ. Вам известна Но, такая честно цифра говоря, про 600? исходя, опять же, из того, как на самом деле происходило культурное возрождение крымско-татарского народа, я ренессансом именно культуры могу назвать и культуры языка именно период, начиная с 1991 года, когда на самом деле, ну даже можно сказать чуть раньше, с 90-х годов, весь груз, все эти проблемы, они легли именно на 90-е годы. Когда был восстановлен крымско-татарский театр, когда стали восстанавливаться крымско-татарские газеты, когда переехала газета и, соответственно, стала «Дунья» из Узбекистана, когда переехали ансамбли и стали развиваться государственные ансамбли, и в том числе частные. Поэтому мы говорим о том, что или коммунальные ансамбли. То есть мы увидели другие процессы уже после оккупации, с началом оккупации 2014 года. Ведь то, что телеканал АТР сегодня находится на территории материковой Украины, это живой пример того, что целый холдинг информационный, куда входят не только АТР, в том числе и детский телеканал «Ляли», и радио «Мидан», и радио «Лидер», которые были очень популярными и способствовали развитию крымско-татарского языка, просто-напросто создали им жесткие условия, и АТР вынужден был оказаться на материковой части Украины. Или когда мы говорим о театре, когда сразу же с 2014-2015 годов начались определенные манипуляции по кадровым вопросам, когда директор театра вынужден был уволиться, и в поддержку его уволилась целая труппа театра крымско-татарского, который формировался на протяжении нескольких десятков лет. Или когда мы говорим о крымско-татарских ансамблях, когда у ансамбля «Хайтарма» возникала очень серьезная проблема. И эти факты можно перечислять и перечислять. И поэтому, тем более, когда говорят сегодня о 600, ну, извините меня, у любого телезрителя, спросите у любого жителя Крыма, у любого крымского татарина, но вам никто не сможет назвать такое количество, там, я не знаю, театров. Да, есть инициативы, альтернативные инициативы, в том числе и у многие представители крымско-татарского театра, артисты, сегодня, не работая в так называемом крымско-татарском театре, инициировали независимый от оккупационной власти театр «Алтын-Биши». Кроме того, участвуют активно в различных там постановках или в организации, в том числе фильмов короткометражных. Это говорит о том, что просто крымские татары сами пытаются самоорганизовываться и своими силами пытаются продолжать сохранять свою идентичность. И это говорит о том, что здесь абсолютно нет никакой поддержки со стороны де-факто власти, а с другой стороны мы видим явные такие косвенные давления непосредственно на творческую интеллигенцию крымских татар. Только после марта 2014-го стала решаться социальная проблема предоставления жилья крымским татарам. Ежегодно на эти цели выделяется $30 миллионов. Прокомментируйте, пожалуйста. Но здесь то, что они сохранили Держкомнадз, то есть, вернее, не сохранили, а было такое министерство, республиканский комитет по делам национальности и депортированных граждан, который еще сформировался в 90-е годы. И была отдельная программа по возвращению обустройства крымских татар, которая финансировалась из государственного бюджета Украины. На протяжении всего этого времени, да, медленно, да, не могли обеспечить всех, но, во всяком случае, были оказана помощь со стороны Украины как в строительстве многоквартирных домов, так и в благоустройстве мест компактного проживания, в частности, проведения света, воды и так далее, и с привлечением международных организаций, международной технической помощи. Что же происходит сейчас? Сейчас, на самом деле, они сохранили так называемый и назвали единственный этот орган Держкомнадз. Данный Держкомнадз якобы также занимается вопросами обустройства и строительства жилья для репрессированных, потому что по их законодательству это несколько по-другому звучит. Но если сопоставить то количество людей, которые получили жилье в украинские времена и за период оккупации Крыма,
то, конечно, это количество ничтожно мало по сравнению с тем, что было сделано со стороны Украины. Но единственное, мы слышим, конечно, информацию от наших соотечественников, когда вместо компактного проживания действительно сейчас появились асфальтовые дорожки и пытаются строить модульные детские сады и школы. Но мы видим другую тенденцию, что эти модульные детские сады, они не имеют статус дошкольных учреждений с изучением крымско-татарского языка. И с другой стороны, мы видим, что на начальном этапе это активно для замыливания глаз проводилось, а сейчас этот процесс активно приостановился. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, кто больше сделал или как, насколько качественно, кто как сделал, ну, однозначно Российская Федерация сегодня контролирует оккупированную территорию, и Российская Федерация также несет ответственность за ту депортацию, которая была совершена Советским Союзом, поскольку Российская Федерация не просто правопреемник Советского Союза, а Российская Федерация является продолжателем Советского Союза. И те 500 миллионов, которые были обещаны еще в конце 80-х, до сих пор не были перечислены на возвращение обустройства крымских татар. Еще один тезис о том, что предварительное решение Международного суда ООН 2017 года не поддержало обвинения против России в дискриминации крымских татар. Ну, на самом деле это полная чушь, потому что это даже отражается в ряде международных документов как ООН, так и европейских организаций. Здесь однозначно каждый желающий может взять и познакомиться, соответственно, загуглив или получив информацию о промежуточном решении Международного суда ООН. Как раз-таки рассматривается там в деле Украина против Российской Федерации по двум конвенциям. Одна конвенция по ликвидации расовой дискриминации, другая по поддержке терроризма. Вот нас как раз-таки крымских татар интересует вопрос по расовой дискриминации, и, кстати, украинцев. И там четко сказано о том, что есть проблема с изучением языком, с развитием языка, есть проблема с сохранением идентичности, и в том числе есть четкая рекомендация в решении остановить, скажем, запрет Меджлиса крымско-татарского народа как представительного органа, на что Российская Федерация никак не реагирует по сегодняшний день. Кроме того, когда мы говорим о Международном суде ООН, то в связи с карантином этот процесс затянулся. Российская Федерация еще в 2019 году пыталась поставить под сомнение юрисдикцию данного вопроса. И, соответственно, она проиграла, и по существу будет рассматриваться дальше этот вопрос. И я думаю, что Российская Федерация получит окончательное решение, где будет черным по белому четко сказано, что Российская Федерация совершает серьезные преступления по расовому признаку. Но чтобы телезрители понимали, по расовому это не обязательно по цвету кожи, а по расовому имеется в виду по этническому принципу в отношении крымско-татарского народа и украинцев. А сейчас с нами на связи Бекир Мамут, главный редактор газеты «Крым». Добрый день. Здравствуйте, Роман. Мы сейчас пытаемся, что называется, препарировать выступления представителей России на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, где была принята резолюция по Крыму и по крымским татарам. И вот пытаемся проанализировать выступление российского докладчика, которая заявила, что впервые права крымских татар в Крыму соблюдаются в полной мере, и только с приходом России наступила социальная, политическая, историческая справедливость, и крымско-татарский был признан государственным языком наравне с русским и украинским. И это означает, что все документы, делопроизводство все ведется на 3 языках, о том, что якобы можно свободно общаться на родном языке. 400 СМИ публикуют материалы на этих 3 разных языках. Вот из этого списка 400 СМИ сколько крымско-татарских, сколько из них сохранилось после 2014 года? Насколько известно, Авдету в регистрации отказали, и
по российским законам до 1000 экземпляров можно издаваться без регистрации. Но это тоже показательно. А так, фактически, на крымско-татарском языке, ну, вот, 2 газеты. «Яна Дунья», которая является органом Госкомнадзора, и вот наша газета, и все, пожалуй. Я что-то про другие издания не слышал. Там остальные есть, там, ну, известная газета «Голос Крыма», она тоже как бы в чем-то этническая, ну, по своим публикациям, но язык-то русский, поэтому, конечно, эти цифры, они взяты, высосаны из пальца однозначно. С другой стороны, вот то, что, да, про язык сказано, это тоже, конечно, мы в семьях и там вот на улицах, вот на наших самостроях, местах компактного проживания, да, можем, конечно, общаться, еще бы этого не было на родном языке. Ну, а во всем остальном, я об этом и писал, в общем-то, все ограничивается вывесками. Ну да, есть, конечно, там телевидение, радио, учрежденные тоже правительствами, но их контент, он, понятно, ориентирован такой на то, чтобы освещать в первую очередь деятельность властных органов и так далее, своих там учредителей, еще кого-то. Вот. Ну, там какой-то контент остается для культурно-образовательных программ. Вот. Но в политику они не лезут. Никто никогда, кроме нашей газеты, не сообщает об этих процессах, задержаниях, обысках и всем этом, да, как бы так, безобразии. Вот я и хотел уточнить. Если, вот вы вначале сказали, да, если, смотрите, там сколько у нас задержанных, примерно 70 человек, да, и многие уже 40 получили. Я думаю, что если суммировать эти сроки, ну, много сотен получится, много сотен. Да, вот, если это отношение к нам. Я хотел уточнить как раз, вот да, Роман. Даже при том оставшемся количестве крымско-татарских СМИ, можно ли чувствовать себя независимыми и публиковать свободно то, что необходимо, то, что есть в редакционной политике, то, что соответствует, скажем так, стандартам свободной прессы? Я не думаю, что издание, которое учреждено, там, не знаю, правительством, органами власти, какими-то органами власти, что они могут публиковать все, что захотят. Нет, конечно. Даже мы, будучи как бы формально у нас учредитель, трудовой коллектив, сами журналисты, но мы тоже внутри себя чувствуем какого-то редактора, цензора и зрим такое вот как бы невидимое око Роскомнадзора, да, и эти красные флажки, они, в общем-то, довольно, они ночью светятся неплохо, да, и видно, что, да, туда, так сказать, за флажки не сметь, да, все, что, и пожалуйста, надо, не дай бог, там случайно пропустить упоминание какого-то иностранного агента, запрещенной организации, нежелательной какой-то тоже структуры. Это все грозит просто такими штрафами, которые тебя разорят в миг. И, ну, я не думаю, что это обстановка, да, которую стоило бы восхваливать с трибуны ПАСЕ. Там же прозвучало утверждение, что впервые крымские татары были реабилитированы указом Путина. Этот указ воплощается в жизнь, и крымские татары могут восстанавливать свои права. Работает ли это? Смотрите, вот прошедший ровно 30 лет назад второй Курултай крымско-татарского народа, возрожденный, да, и в новых условиях, он одной из своих важнейших целей провозгласил ликвидацию последствий депортации. И я не думаю, что этот указ, он принят был, да, где-то в 2014 году, 7 лет назад, он, ну что там, выплаты, да, где-то там в пределах $7 каждому
кого там посчитали реабилитированным. Ну, а наше национальное движение и народ в целом, он-то всегда добивался политической реабилитации. И в это понятие входит восстановление его суверенитета, его национальной автономии. А за этим целый тоже шлейф, как бы целый ряд других проблем, которые замыкаются на том же, допустим, языке. И чтобы поддержать язык, который вписан в Красную книгу ЮНЕСКО, это нужна целевая и достаточно финансово емкая программа. А ее нет. И более того, я замечаю, что даже в прошлом году на 75-летие депортации, до этого и после этого, ни одно какое-то лицо, которое облачено властью и которое имеет право говорить от имени всей страны, оно никогда не звучит этого, не знаю, выступления, соболезнования, сочувствия на день 18 мая. Я просмотрел газету за 18 мая, российскую газету за этот год. Там Крыму посвящены, по-моему, 2 полосы, и сама газета там 16 полос. Ни одной строчки не нашлось, чтобы выразить эти слова сочувствия. Ну ладно, это формально, то есть это дело не столько в этом, а в том, чтобы, конечно, какие-то национальные институции возрождались. Если им очень тяжело проводить политическую реабилитацию, то это, я думаю, что обязательно должно, ну, как-то все равно объясниться, какую-то перспективу надо показать народу в деле восстановления его коллективных, в том числе прав как народа, как нации. Этого мы не видим, конечно. А на сегодня все. Чтобы не стать жертвой пропаганды, обращайте внимание на источники информации и не поленитесь найти подтверждение или опровержение этой информации. Или смотрите нашу программу. Это был Фейкометр. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.